أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вера в посланников Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля не спосылал с начала зарождения человеческой цивилизации, как говорится в книгах по истории пророков, около 124 тысяч пророков. То есть число их определяется на основании хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он об этом говорил. И во многих книгах по истории пророков об этом говорится. И 315 из них, или в некоторых случаях 330 посланников, то есть с книгами или с какими-то наставлениями, с насихатами. Какое различие между пророком и посланником? Пророк – это тот, который возвещает волю Всевышнего и продолжает дело того, которого Аллах послал с Писанием или с какими-то наставлениями в виде свитков или других каких-то им подобных книг или бумаг или листочков. Мы не знаем, Аллаху алям. Пророк, подтверждающий, говорящий, что существует Всевышний Аллах, те посланники, которых Он послал, это все истина. А посланники же – это те пророки, которые посылаются Аллахом, избираются из среды людей, из среди благих людей, из среды святых людей, которые действительно ходят по пути блага, по пути благих деяний, совершают постоянно благие деяния и живут в святости. Они, посланники, направлены к людям с какими-нибудь наставлениями в виде книг или свитков. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: если кто-то уверовал в меня, то он должен уверовать и в моих посланников. Если кто-то разделяет Аллаха и его посланников, то в данном случае Аллах Субхану ва Тааля отворачивается от него. Как говорится в Коране, в сурате Ан-Ниса, в 150 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا». То есть те, которые воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различить между Аллахом и Его посланниками и говорят: мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти между этим путь какой-то. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что это настоящие неверующие. Они отрицают Аллаха. Тот, кто отрицает пророков, отрицает Аллаха. Некоторые говорят: да, мы принимаем Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а остальные пророки – это те, которые были с прежними шариатами, и их шариаты на этом закончились. Но Аллах Субхану ва Тааля посылал на эту землю достаточно пророков и посланников. Всего их было, как говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и как это представляется в книге по истории пророков, в книгах по истории пророков, что их было 124 тысячи. 124 тысячи, или может быть еще больше. Аллаху алям, Аллах больше знающий. И первым из них был Адам, алейхиссалям. После этого самым последним, завершающим был, хотя он, как божественный свет, был первым, но заключительным в человеческом обличии был Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему же мы говорим в человеческом обличии? Потому что в хадисе Аль-Кудси Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Лауляк ма халактуль афляк».
Если бы не ты, о мой любимый пророк Мухаммад, алейхиссалям, я бы не создал весь этот каинат, все это мироздание. Некоторые отрицают этот хадис. Говорят, что это придумано, но это хадис аль-Кудси. Кто может отвергать хадис аль-Кудси? Кто может отвергать Слово Божие, Слово Аллаха? Только те, которые, может быть, еще, у которых еще не хватает знаний. Да, увеличит Аллах таким людям знания и возвеличит их, и приблизит к себе. Пророки, все те, которые были от самого Адама и заканчивая пророком Мухаммадом, саллаллаху, они все приходили с наставлениями Аллаха. И то, что уход из поля зрения человеческой цивилизации шариата одного пророка и прихода нового шариата, новых разъяснений пути человека пророком, не говорит о том, что прежний пророк ушел в небытие. Нет, они остались. Они остались, и они всегда считаются приближенными Аллаха. После ангелов мы считаем самыми приближенными это пророки Мухаммада, саллаллаху. То есть ангелы мухаррабин, которые приближенные ангелы к Аллаху. И мы говорим, что все пророки, и Адам, алейхиссалям, и Шис, и Идрис, и Нух, алейхиссалям, и Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Якуб, все, и Муса, алейхиссалям, и Иса, все они были приближенными Аллаху. Они все были близкими к Аллаху. Аллах Субхану ва Тааля их послал для нас. Он для того, чтобы вывести нас из пути мракобесия, невежества, пути просвещения. У них есть свои чудеса. И каждое чудо у пророков называется муджиза. То есть муджиза, это чудо, может быть только у пророков. Мы видим, как Иса, алейхиссалям, оживлял людей по повелению Аллаха. Мертвых людей. Он вылечивал проказы, такая болезнь, которую нельзя было лечить. Муса, алейхиссалям, по повелению Аллаха, у него в руках ожила его палка, на которую он ходил и опирался, превратившись в змею, которая сожрала, проглотила все колдовские чары колдунов. И очень много было таких чудес. Мы знаем, что есть такие чудеса, которые проявляются через друзей Аллаха, через аулия Аллах. Аулия – это множественное число вали. Вали обозначает друг Аллаха, близкий друг Аллаха. Кто же они такие? Вали – это те люди, которые делают постоянно благие деяния и ни на толику, ни на секунду не отворачиваются от пути пророков, алейхимуссалям. В данном случае, в нашем случае, в случае ислама, они не отворачиваются от пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они также любят Аллаха так, как любил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И есть у каждого мусульманина еще называемый фирасат. Какие-то проявления в виде чудес у каждого уверовавшего человека, который действительно идет по пути Аллаха. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом и говорит: бойтесь фирасата муслим. То есть бойтесь фирасата мусульманина. Бойтесь, потому что они могут попросить Аллаха. То есть это ответ на их дуа. Если искренне уверовавший попросит Аллаха, Аллах ему поможет и сделает то, что он хочет, то, что он просит у Аллаха. Все пророки, как мы знаем, они безгрешны. У них есть свои качества. Они безгрешные. Первое качество – аманат. То есть им можно доверять во всем. Это касается всех пророков. Мы должны знать, что они никогда не будут противоречить
тому аманату, то есть они не совершат хиянат тому аманату, который они взяли перед Аллахом. Второе их – это сидк. Второе качество всех пророков – это сидк. Это сидк, то есть они всегда говорят только правду. Они никогда не обманывают. Они всегда ходят по пути правды, всегда говорят правду и всегда живут по правде. Третье – таблиг. Таблиг в данном случае нужно понимать, что донесение приказов Всевышнего своей общине умной. У каждого пророка было. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля Мухаммаду саллаллаху мин кальбалаг ва галейна хисаб. И каждому пророку он это же самое и говорил, что от тебя требуется только донести до своей общины то, что я приказываю, говорит Аллах. А мы там будем разрабатывать в сердцах людей из твоей общины, мы будем рассматривать их веру. После этого четвертое качество – адалят, справедливость. Все пророки до единого были справедливыми. После этого исмат. Исмат – это значит, что они никогда не совершали грехов. Если даже совершали ошибки, это не говорится, что пророк совершил ошибки. Нет. Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что пророк сделал какой-то проступок для того, чтобы это было как бы в назидание его общине. Для того, чтобы показать, что пророки, все пророки, они безгрешные и даже не совершают ошибок. Они ходят только по пути повеления Аллаха Субхану ва Тааля. Фатанат. Еще одно качество фатанат. То есть они очень понятливо объясняли те приказы и повеления Аллаха, которые должны были донести своей общине. И последнее качество у пророков – это амн-аль-азм. То есть амн-аль-азм, он продолжает те наставления Аллаха, которые пришли через предыдущего пророка. И Мухаммад, саллаллаху, последний из пророков, объединил все наставления Аллаха, все приказы и повеления Аллаха в своей последней миссии, пророческой, посланнической миссии. И Аллах Субхану ва Тааля из-за этого его назвал и Хабибуллах, то есть любимец Аллаха. Мы сказали, что всего их было 124 тысячи. И известны из них 33. По некоторым риваятам в Коране их обозначают, то есть их говорят, что их было 25, по некоторым риваятам их 27. То есть в данном случае в некоторых книгах по истории пророков, опираясь на высказывания пророка Мухаммада, говорят, что Хизр, алейхиссалям, и Узайр, алейхиссалям, тоже пророки. В некоторых риваятах это их называют как близкие друзья Аллаха и те люди, которые были из числа аулия, и те, которые были посланы в разные времена для того, чтобы поддержать людей. Мы знаем, что среди них есть еще азмуль-умур. Азмуль-умур – это те, которые стоят выше всех остальных пророков. Это Адам, алейхиссалям, Нух, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям и Мухаммад, Расулуллах, алейхиссаляту вассалям. И те люди, если отвергают, говорят, что мы верим в Аллаха и верим в пророка Мухаммада, но не воспринимаем остальных пророков, эти люди, как говорит Аллах в Коране, сура Ниса, что эти люди сеют смуту и хотят найти путь, разделяя Аллаха и его посланников. Нам же приказано Аллахом, самим Аллахом, уверовать в самого Аллаха, в его ангелов, в книги, которые Аллах Субхану ва Тааля не спасал, в посланников и пророков за весь период человеческой цивилизации, в судный день, в судьбу
и воскрешение после смерти. Да примет Аллах наши мольбы и наши поклонения и поведет праведным путем нас всех. Сират аль-Мустаким. Сират аль-Мустаким – это путь пророков, посланников, праведников, аулия Аллах и всех праведных мусульман, которые действительно идут по этому пути, и убережет нас от пути, на которых разгневался, и от пути тех, которых он заблудил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.